Трагическая смерть 20-летней девушки случилась 2 дня назад. 27 мая около 10 часов вечера девушка вышла из дома, направлялась в магазин за покупками. Однако до места назначения так и не дошла. 29-летний мужчина вместе с приятелем силой затащили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. По информации источников, близких к окружению погибшей, своего похитителя жертва знала, но в отношениях с ним не состояла. Последний, в свою очередь, собирался жениться, потому, не дожидаясь взаимных чувств своей избранницы, организовал похищение. Свидетелем происшествия невольно стал сосед семьи погибшей, который успел записать номера автомобиля. Было направлено ориентировки по факту кражи невесты с целью вступления в брак. По данному факту, согласно ориентировке, в Джаильском районе в селе Сосновка была остановлена автомашина марки Subaru Outback под управлением 29-летнего молодого парня. Также в машине находились еще 2 пассажиров. Это 30-летний тоже молодой человек и 20-летняя молодая девушка. Всех задержанных сразу же доставили в УВД Джаильского района, где позже и произошло жуткое убийство. Пока дежурный оформлял документы, молодой человек проник в комнату для приема граждан, где в этот момент находилась девушка, и запер за собой дверь. Через некоторое время из комнаты стали доноситься шум и звуки борьбы. Милиционеры выломали дверь и проникли в комнату, где и обнаружили окровавленное тело девушки и раненого парня. Предположительно, ножевые ранения мужчина нанес себе самостоятельно после того, как несколько раз ударил ножом девушку. На место сразу была вызвана карета скорой помощи. Раненая девушка скончалась в реанимации. Ее похитителя медикам удалось спасти. Он госпитализирован. Это все произошло по вине сотрудников милиции. Когда их доставили в отделение, никто не досмотрел парня. У него, оказывается, был нож. Вместо того, чтобы осмотреть их, они завели их в одну комнату. Мол, поговорите. Это потом он проник к ней и нанес ножевые ранения. В горло, в область сердца, в живот. И инициалы вырезал на ее теле начальные буквы. Как такое могло произойти? Куда они смотрели? Как вышло так, что люди, призванные обеспечивать безопасность, проявили абсолютную безответственность и не смогли в веренном им учреждении уберечь девушку от агрессивного молодого человека, предстоит выяснить следствию. Ровно так же, как и понять, почему дежурные милиционеры и патрульные инспекторы при задержании не провели обыск и не изъяли холодное оружие. То, что это является нарушением требований, подтверждают и в прокуратуре Джаильского района. Я могу сказать, что частичная вина здесь сотрудников РОВД есть. Без внимания оставлена девушка, которая сидела в кабинете приема граждан. Если человек подозревается, тем более у них разногласие идет, они в обязательном порядке должны быть в отдельно. Врозь тоже быть. Они должны были сразу осмотреть, это они просто безответственно отнеслись к этому. Прокуратурой Джаильского района возбуждено уголовное дело по статье 316 части 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. То есть это может повлечь по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Уголовное дело, ход расследования взято нами под особый контроль, под надзором. Известно, что 3-й пассажир автомобиля, одноклассник несостоявшегося жениха, задержан. В отношении него проводятся все необходимые следственные мероприятия. Сам инициатор похищения остается в реанимации. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Работе всех сотрудников, которые в этот момент находились на службе, будет дана юридическая оценка. А будут ли они отстранены от работы на время следствия или продолжат свою деятельность, предстоит решить следователю. Сабина Дамаскина, Нурбек Капаров, НТС.